Алия Давлетбаева – дочь ветерана Великой Отечественной войны Джекшенбека Давлетбаева. Их отец ушел на фронт в 1942 году и встретил победу в Берлине в 1945. Взятие логова фашистов для кыргызского воина далось нелегко. Во время штурма он получил ранение в ногу. В результате его конечность ампутировали. Но, несмотря на это, он встретил День Победы со слезами на глазах. С началом войны он, прибавив себе возраст, ушел на фронт добровольцем. Несмотря на то, что он окончил всего 3 класса, показал себя грамотным воином. За его смелость его назначили командиром взвода в звании старшего сержанта. Вот на моих руках орден боевого Красного Знамени. Он говорил, что его дали за подбитый немецкий танк и ликвидацию пушек и пулеметного расчета. Также есть медали за взятие Кёнигсберга, за отвагу и многие другие. Кроме этого, у него было благодарственное письмо от самого Сталина. Он хранил его всю жизнь. Теперь все эти награды – наша семейная реликвия. Боевого Красного Знамени. По словам другой дочери ветерана, после войны Джекшенбек Давлетбаев поступил в финансовый техникум и начал трудиться в родном Аксуйском районе финансистом. Узкой районда Челек жайлоосунда төрөлгөн 23 жылы. Наш отец родился в предгорье Сыкульских гор в 1923 году. После войны он, окончив финтехникум, начал работать в районе. Здесь же встретил нашу маму, и они поженились. Нас всего 7. Отец наш был грамотным, разговаривал на нескольких языках свободно. Он много читал и нас приучил к этому. Мы гордимся нашим славным отцом. Ветеран Великой Отечественной войны Джекшенбек Давлетбаев любил проводить время в кругу семьи. По словам внуков ветерана, он занимался их воспитанием в духе патриотизма и любви к родине. Также он часто рассказывал об истории их древнего рода. Он нас учил, чтобы мы знали своих предков до 7-го колена. Он был очень образованным. В селе к нему многие приходили за советами. Он многие годы работал на государственной службе. Мой отец и я тоже пошли по стопам деда и работаем на госслужбе. Он всегда говорил, где бы мы ни работали, надо честно и добросовестно трудиться во благо страны и семьи. Мы очень гордимся своим дедушкой и всегда будем помнить его. Вся большая семья Давлетбаевых по традиции каждый год 9 мая отмечают великий праздник в родном селе на Иссыкуле. И как вспоминают родственники ветерана, он всегда говорил, что мирное небо и благополучие страны были самыми заветными мечтами во время самой кровавой войны в истории человечества. Эрмек Куренкеев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.